South China Morning Post сообщила, что на прошлой неделе китайские академики предложили передать контроль над Кашгаром одному из административных центров, расположенных под Пекином. Однако согласия по данному вопросу достичь не удалось. Академики отметили, что Кашгару должен быть выдан статус города с центральным управлением, который связан с Пекином так же, как Тяньцзинь, Шанхай и Чунцинь. Инициаторами предложения выступили специалисты Института географических наук и природных ресурсов, которые подкрепили свое предложение научными исследованиями. По их мнению, ускорение урбанизации в приграничных городах Восточного Туркестана повысит безопасность Китая и принесет пользу его экономическому развитию. Кашгар, расположенный недалеко от границы между Кыргызстаном и Таджикистаном, является одним из важнейших торговых центров на протяжении 2000 лет. По словам наблюдателей, они рассматривают превращение исторического города, который является центром уйгурской культуры, в город, находящийся под прямым управлением Китая, как очередную попытку ассимиляции местного населения. Согласно отчету, предложение планируется рассмотреть в октябре этого года перед съездом Коммунистической партии и официально обсудить на Национальном народном конгрессе в следующем году. Мэр района Османгази Мустафа Дюндар встретился со студентами из Восточного Туркестана, которые учатся в университете Улудак, расположенном в турецком городе Бурса. «Я желаю, чтобы наши студенты несли свет науки в свои страны», – сказал Мустафа Дюндар. Мэр провел беседу со студентами в своем офисе. Студенты выразили благодарность мэру за его поддержку и доброту. Министерство иностранных дел Китая осудило санкции США в отношении 11 человек, в том числе исполнительного директора Гонконга Кэрри Лэм, и решило ввести санкции в отношении 11 официальных лиц США. Представитель министерства Цао Лисьен заявил, что Соединенные Штаты вмешались во внутреннюю политику Китая, приняв решение о санкциях в отношении властей Гонконга. Китайская сторона категорически против этого и решительно осуждает США, заявил представитель китайского министерства. Цао отметил, что Китай также решил ввести санкции в отношении официальных лиц США, которые злоупотребляли полномочиями в вопросах, связанных с Гонконгом. Несмотря на то, что представитель Министерства иностранных дел Китая отметил, что в список попали Марко Рубио, Тед Круз и Кеннет Рот, он не сообщил о масштабах санкционного решения. Несмотря на массовые протесты, которые длятся несколько месяцев в рамках спорного закона о национальной безопасности Китая, в Гонконге был задержан 71-летний руководитель медийного агентства Джимми Лай, известный своей антикитайской позицией. Джимми Лая, которого в прошлом году приглашали в Белый дом, обвиняют в сотрудничестве с иностранными силами. Лай был задержан в ходе рейда в штаб-квартире своей медиакомпании Next Digital. Согласно утверждениям, около 200 правоохранителей вошли в здание по решению суда, провели обыск и собрали 25 ящиков с доказательствами. Полиция Гонконга сообщила, что помимо Лая были задержаны его сын Ян и еще 7 человек. Китай осудил Вашингтон из-за визита в Тайвань министра здравоохранения США Алекса Азара. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Цао Лисьен подчеркнул, что тайваньский вопрос является наиболее важным и чувствительным вопросом в американо-китайских отношениях. Принцип единого Китая является политической основой этих отношений. США нарушили свои обязательства по Тайваню, сказал Лисьен. Во время официального визита министр здравоохранения встретился с Цай Иньвэнь, заявившим о независимости полуострова. Визит стал памятным в период резкой конфронтации с момента установления дипломатических отношений с Китаем в 1979 году, принятия принципа единого Китая и правительства в Пекине в качестве официального представителя всего китайского народа. Правительство Ливана ушло в отставку в понедельник вечером, менее чем через неделю после того, как массивный взрыв унес жизни более 160 человек и вызвал жестокие протесты. Премьер-министр Хасан Диаб обратился к нации, объявив о своей отставке и всего правительства из-за катастрофы. В своей речи Диаб отругал правящую политическую элиту Ливана за создание того, что он назвал коррупционным аппаратом. Диаб сравнил взрыв во вторник с землетрясением, потрясшим страну, побудившим его правительство уйти в отставку. 3 члена Кабинета министров уже уволились, а также 7 членов парламента.